Это заседание Высшего Евразийского экономического совета можно поистине считать историческим. И даже не столько потому, что были приняты ряд важных стратегических решений и соглашений. За пятилетнюю историю существования ЕАЭС впервые, помимо лидеров стран, входящих в его состав, участие приняли и те, кто к нему не присоединился. Присутствовало сразу 3 главы иностранных государств. Это вот были лидеры страны-наблюдателя Молдовы и два новых лидера, с которым были заключены договора о зонах свободных торговли. Это лидер Ирана и лидер Сингапура. И вот в этом аспекте мы видим, что Евразийский экономический союз становится достаточно серьезным игроком на мировой геоэкономической арене и становится таким определенным центром притяжения, когда с разных континентов, с разных объемов экономики идет стремление на установление экономических отношений. В июне текущего года члены Евразийского экономического союза договорились с Китайской республикой обмениваться информацией о международных товарах и машинах, перемещаемых через свои таможни. Процедура должна ускорить процесс прохождения грузов на границах между странами. В силу соглашения вступает уже в этом месяце. И эта договоренность в очередной раз доказывает, что влияние Союза на мировой экономической арене становится сильнее. Очень быстро меняется окружающий мир, происходит смена технологических устоев, меняется мировая торговая архитектура. Все это было предметом обсуждения наших лидеров, наших руководителей. Не обошлось без того, что опять же были подняты вопросы проблемных взаимоотношений, когда до сих пор у нас на границах каких-то аспектах сохраняются барьеры, препятствия. И все президенты в своих выступлениях отметили, что нам необходимо как можно быстрее прийти к все-таки единому рынку, когда груз будет следовать от границы до границы Евразийского экономического союза без всяких препятствий. Еще во время ратификации документов о членстве Кыргызстана в ЕАЭС был принят единый таможенный тариф. Сумма таможенных пошлин складывается в зависимости от объема импорта в одну страну от третьих стран и объема поступления ввозных таможенных выплат. Далее распределяется между всеми участниками экономического союза. Согласно ранее достигнутым договоренностям, доля нашей страны от общей суммы этих поступлений составляет около 2%. Было принято решение оставить неизменными коэффициент расширения для Армении и Кыргызстана. За счет Республики Казахстан и Российской Федерации коэффициент расширения для Республики Беларусь был увеличен на 0,3%. Для Кыргызстана очень важно сохранить тот уровень таможенных поступлений, которые на сегодняшний день уже мы получаем. Это порядка 16 миллиардов сомов. В первом форуме Евразийского экономического союза. Сразу после саммита лидеры стран ЕАЭС отправились на Международный экономический форум «Транзитный потенциал Евразийского континента». Мероприятие провели в Центре креативных технологий ТУМО. По итогам форума принята декларация, которая описывает вопросы, озвученные ранее и вынесенные по ним решения, а также регламентирует дальнейшие действия стран, входящих в состав организации. Также члены Высшего Евразийского экономического совета приняли решение, что подобного рода форумы ежегодно будет устраивать та страна, которая на текущий момент председательствует в Евразийском экономическом союзе. Сабина Дамаскина, Самадал Атахунов, НТС, Армения, Ереван.